Уважаемые зрители, это беспрецедентный случай в истории Башкортостана. Впервые, еще раз подчеркну, впервые руководитель региона принимает участие в подобном мероприятии накануне выборов. И это уникальный случай не только в масштабах республики. В российской политической традиции участие действующего руководителя страны или региона в предвыборных дебатах лицом к лицу с оппонентами не принято. Поэтому в ближайший час мы станем свидетелями действительно исторического события. Совместные дебаты кандидатов на телевидении и радио проходят в том составе участников, в котором это определила жеребьевка Центризбиркома. И ни разу не было такого, что все 8 кандидатов сходятся на одной площадке. Поэтому мы, крупнейшие телеканалы республики, приняли решение, помимо обязательных по закону дебатов, провести общение с кандидатами на отдельной площадке в особом формате, который мы назвали ток-шоу «Антидебаты». Так, чтобы в одно и то же время, в одном и том же месте собрались все 8 зарегистрированных кандидатов. И мы пригласили всех в нашу студию. И на это приглашение откликнулись все кандидаты. Представляю их. Владимир Барабаш, выдвинутый партией «Гражданская сила», Зульфия Гайсина, политическая партия «Яблоко», Юрий Игнатьев, выдвиженец «Справедливой России», Рафис Кадыров, патриоты России, Владимир Кобзев, выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Юнир Кутлугужин, КПРФ. Иван Сухарев, выдвинут партией ЛДПР. Радий Хабиров, Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Уважаемые участники, я хочу отметить, что на все общение в эфире у нас сегодня ровно 1 час. Я прошу вас помнить о том, что в нашем эфире недопустимы оскорбления и призывы к действиям, запрещенным законом. Вы вправе задавать друг другу вопросы и высказывать свою позицию по обсуждаемым темам. Время для нас самый ценный ресурс, поэтому я начну. Сегодня мы с моей коллегой Эллой будем выступать в качестве модераторов. Первый вопрос я задам человеку, которому сегодня, вернее, накануне были многочисленные призывы прийти на дебаты. Радий Фаридович, вы эти призывы приняли. Почему? И неужели вам никто из ваших советников не подсказал, что есть такое политическое правило, что кандидат, который является лидером предвыборной гонки, участвуя в подобного рода мероприятиях, делится со своими оппонентами своим рейтингом? Добрый вечер. Я прежде всего хотел сказать, что, знаете, я давно уже живу и давно занимаюсь политикой, и твердо за это время выяснил, что шутить с мнением народа, шутить с мнением людей нельзя. И никогда не надо думать, что вот все случилось, и у тебя журавль, как говорится, в кармане. И любой случай, который для меня есть, чтобы еще раз рассказать о своих планах, о своей работе нашим жителям, я, конечно, использую. Ну и также я как-то не привык отказывать, если мне кто-то бросает вызов, я обычно всегда его принимаю. Поэтому спасибо коллегам. Мне кажется, будет интересно нам всем пообщаться. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я предлагаю следующий формат. Обсуждение любого количества вопросов в рамках отведенного нам часа. Вы можете либо обращаться к вашим избирателям, либо задавать друг другу вопросы. Для того, чтобы соблюсти некий порядок, я в первую очередь хочу позволить высказаться или задать вопрос самому старшему участнику предвыборной гонки, зарегистрированному кандидату, это Юнир Кутлугужин от КПРФ. Пожалуйста, у вас вопрос или у вас... У нас сегодня будет возможность всем ответить на вопросы друг друга в совершенно равном объеме. Пожалуйста. Добрый вечер, хайырлы кис. Я пришел сегодня на антидебаты для того, чтобы высказать свою позицию и обратиться к избирателям. Во-первых, у нас предстоят большие политические события, выборы главы республики. Это выборы нашего будущего на предстоящие 5 лет. И хотел бы сказать о том, что мы сегодня, вот здесь стоящие товарищи, коллеги, мы сами начинаем поступать с нарушения. Сегодня мы не соблюдаем Конституцию Республики Башкортостан и Кодекс о выборах. Во-первых, среди кандидатов должен быть принцип равенства. Второе, все кандидаты должны находиться в отпуске в период агитационной работы. И решением Центризбиркома было отведено время на дебатов, и за 12 дней мы должны
были провести совместные дебаты в количестве 48 раз. И также мы не соблюдаем Конституцию Республики Башкортостан о знании государственных языков. Я считаю, после 8 сентября вот этим нарушениям мы должны положить конец. И сегодня я обращаюсь к избирателям. Несмотря на напряженность социально-экономической политики в республике, призываю всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Спасибо. Спасибо большое. Вопросов у вас не будет к вашим оппонентам. Спасибо большое. Элла, пожалуйста. Если можно, да. Дискуссия. А я бы вот после 8 сентября, знаете, чем занялся бы? Я бы занялся тем, что у нас дороги плохие. Я бы занялся тем, что у нас мамочки не могут спокойно и быстро попасть в наши медицинские учреждения. Я бы занялся тем, что элементарно есть проблема бедности. Вот мне кажется, это гораздо важнее и, мне кажется, гораздо интереснее. Она и творческая более работа. Спасибо большое. Будьте любезны, подойдите ко мне. Спасибо большое. Можно Коллеги, я выйду, все-таки да? отмечу, что у нас в эфире антидебаты. Да. Это мероприятие, инициированное телеканалами. Позвольте, я на правах ведущего все-таки буду определять последовательность. Я сейчас хочу, чтобы единственный зарегистрированный кандидат женщина выступила. Если участники предвыборной гонки сегодня здесь Простите, пожалуйста, являются нам тогда уйти, воспитанными что ли? Вы людьми, нам здесь спектакль устраиваете? вы можете это Рекламу сделать. делаете? Вы можете это сделать, господин Будьте Кадыров. любезнее. Господин Кадыров, Будьте если вы хотите любезны, вы уйти, сейчас рекламой занимаетесь. я вас не держу. Никто вас не Рафис держит. Фаизович. Рафис Фаизович. Я, к сожалению, вынужден попросить, чтобы наши режиссеры все-таки отвели камеры от этого человека, потому что сейчас он поступил как минимум не по-мужски. Я предоставил слово единственной женщине-кандидату. Пожалуйста. Я передам слово Рафису, потому что у него очень большое желание выступить. Пусть сначала он выскажет все, что хочет, а потом я скажу то, что я намерена сказать. Я думаю, это будет правильно, поскольку Рафис и старше меня, и он давно уже рвется к микрофону. Все, да? Ну, в то же время я все-таки всех призываю политическую культуру соблюдать, не бегать, тут, не кричать. Все-таки хотелось бы, чтобы все кандидаты соблюдали какую-то политическую культуру. С уважением относились друг к другу. И, конечно, надо все-таки давать слово всем. Да, спасибо. Мы не против давать слово всем. Давайте сюда. Абсолютно. Идите Но сюда, в то же идите. время политическую культуру надо... Давайте мы будем уважать друг друга. Да, Я уважение. уважаю вас. Я уважаю ваш возраст. И без оскорблений позицию, но просто тем не менее хотелось. вы сейчас Мы здесь Смотрите. договорились без оскорблений соблюдать политическую культуру. Ваша позиция Рафис Фаизович, в эфире. вот тоже, без оскорблений, но я вас прошу. Хорошо. Подойдите сюда. Элла, пожалуйста. Да. Перед началом этих дебатов интернет заполнится фотографией Бузыкаева. Стоит вот этот, и все мы, пацаны, там прячемся, боимся разговаривать. Вы сейчас сценарий устроили. Он заходит, сразу ему слово, и он начинает говорить. А он сразу первое слово врать начинает. Я давно политик, он первый раз участвует в выборах, врет. Так. Потом, он на сегодняшний день еще половина только кандидат, потому что 7 числа суббота, 11 часов Верховный суд в Москве рассматривает, оставить его кандидатом или нет. Вполне возможно, мы обеду узнаем, что его исключили из-за того, что он себя предвыборной кампанию все устроил путем мошенничества. То есть он ходил по районам, участвовал в рекламе, показывали всех, а он за это не заплатил. Поэтому, во-первых, он уже соврал, он тоже уже соврал, поэтому потом я продолжу. Да. Спасибо. Спасибо большое. Так что все. Господин Сухарев, вы просите слово. Да, пожалуйста, прошу прощения. Да, спасибо. Конечно, безусловно, то есть мы, как кандидаты, здесь все равны, но в то же время мы должны соблюдать политическую культуру, говорить без оскорблений в отношении друг друга. Все должны друг друга уважать и уважать, прежде всего, конечно, своего избирателя. Я хотел бы сказать о себе как о кандидате, который проехал всю республику, пообщался с людьми.
И в том числе ко всем кандидатам обращаюсь, потому что у каждого на самом деле есть шанс выиграть. И это доказали выборы сентября 2018 года. Сейчас у нас во Владимирской области и в Хабаровском крае губернаторы от ЛДПР. И действительно они заслужили народную любовь. Поэтому обращаюсь ко всем жителям республики. То есть, несмотря на проблемы, несмотря на низкие зарплаты, низкие пенсии, высокие тарифы. Кстати, мы, как фракция ЛДПР, в полном составе голосовали против повышения пенсионного возраста. Я призываю всех прийти на выборы 8 сентября, выбирать свою судьбу самим и, конечно, привести своих друзей, знакомых, не верить тому, что все предрешено, все зависит от вас, вы выбираете свою судьбу сами. Поэтому 8 сентября приходите на выборах, и хотелось бы, конечно, чтобы вы проголосовали за кандидатов от ЛДПР. Что касается вопросов, да, вот мы проехали по всей республике. Основной вопрос – это, конечно, низкие зарплаты и пенсии, на которые, к сожалению, невозможно прожить. И 2/3 дохода наших граждан, в частности, вот если взять Мелиус, подошла пенсионерка и пожаловалась на то, что при пенсии 9 тысяч рублей, извините, она вынуждена платить за коммунальные услуги 7 тысяч рублей. И остается 2000 рублей, которые, собственно говоря, она не может потратить, соответственно, на одежду, на какие-то развлечения. То есть остается только на поесть, причем скромно поесть. Все мы знаем, что есть проблема с трудоустройством наших граждан, в том числе проблема с трудоустройством молодежи, в том числе. И в частности, вот я глубоко убежден, что основой экономики республики нашей и вообще нашей страны является малый и средний бизнес. Он создает рабочие места, в том числе обеспечивает наше население достойной зарплатой. Вот у меня вопрос к Радию Фаридовичу. Какие меры в случае избрания его главой он примет первоочередные по поддержке малого и среднего бизнеса? Потому что это основа экономики. Ради Фаридович, вам вопрос. Знаете, вот я за это время, пока работаю, объехал 53 района. И вот тоже в ходе этих встреч я действительно с людьми встречаюсь. Это очень большая проблема. Очень многие люди обращаются с этим. Маленькие зарплаты, маленькие пенсии. Это очевидная история есть. Как мы будем ее решать? Решать будем только одним. Это наша экономика, это рабочие места, это инвестиции, это поддержка малого предпринимательства. А вот для малого предпринимательства, знаете, что может быть самым главным? Может быть самым главным, чтобы они нам поверили просто на все. Чтобы они были, наконец, свободны от случаев, когда какой-то контролер к ним приходит и в любой момент может их предприятие закрыть, оштрафовать и так далее. Они должны быть свободны от того, что глава администрации, значит, сидит у себя где-нибудь района или города, такие факты были, сидит и, соответственно, в любой момент тоже может позвать его, и наложить на него дань просто такой. Вот эта история, которая просто каленым железом мы уже выжигаем и будем к этому идти, я думаю, что это самое главное, это доверие. Вот знаете, вот мы посчитали инвестиции, которые к нам пришли за эти полгода, на 14 почти процентов больше. Это огромное количество людей, предпринимателей, то есть раньше сидели с деньгами и не хотели вкладываться в экономику республики. Сейчас вкладываются, а это опять рабочие места, это опять, соответственно, социалки и так далее. Поэтому вот ровно в этом мы видим. Спасибо. Спасибо. Уточняющий вопрос есть. Это не уточняющий вопрос на самом деле. Вот у нас, к сожалению, много решений, которые принимают, в том числе чиновники, они на самом деле не очень благоприятно сказываются потом на гражданах. Это касается и тех, кто придумывает законопроекты и подписывается под ними, которые вносятся в том числе и в Госсобрание Республики. Вот как вы относитесь к тому, чтобы была у нас все-таки не размытая ответственность у чиновников, а персональная ответственность, и каждый гражданин нашей республики знал, что вот этот или тот чиновник отвечает за то или иное решение? Можно мы все-таки, коллеги, будем соблюдать некий паритет, потому что есть большое количество кандидатов. Мы ответим на этот вопрос, я думаю, мы его обсудим. Давайте дадим слово всем. Мы запомнили, кто сегодня уже выступил. Я все-таки настаиваю на том, что Зульфия Гасина, если у нее есть вопрос, все-таки на правах настоящего джентльмена, который повел себя, в отличие от некоторых, будучи женщиной по-мужски, у вас есть вопрос.
Спасибо большое. Да, действительно, я единственная женщина-кандидат, и уступив место старшему, почему-то Иван, призывающий к политической культуре, занял мое место, когда я должна была задавать вопросы. Это не очень приятно. Отработанный сценарий. Тренировались долго. У нас действительно уникальные выборы в этом году, и это, наверное, впервые в истории, я не знаю, повторится ли еще когда-либо. И так получилось, что у нас практически два поколения представлены сегодня в качестве кандидатов. Поколение те, кто были воспитаны СССР, и те, кто воспитаны перестройкой. И знаю, что в СССР у нас не очень внимательно относились к правам граждан, и считаю, что там действительно были очень серьезные нарушения. И вот у меня вопрос, наверное, к старшему поколению. Как вы считаете, не помешает ли вам это наследие в реализации прав и свобод граждан? И также следующий вопрос сразу же. Как вы намерены менять эту ситуацию и сделать так, чтобы граждан все-таки слышали в нашей республике? Зульфия Арифовна, к кому вопрос? К старшему поколению. Старшее поколение у нас здесь представлено сразу несколькими участниками. 4 участника. Хорошо, давайте самому старшему участнику, господин Кутулгужин. Если можно вкратце, коллеги, у нас времени очень мало и вас очень много. Кратко, лаконично, пожалуйста. Действительно, я жил и работал и при советской власти, и в капиталистическом строе. И у меня впечатление, что такое при новом строе я уже пытался перестроить себя, но у меня не получилось. И как член коммунистической партии я остался верен своей коммунистической партии, сейчас Российской Федерации. И я уверен в том, что и при этом строе можно вернуть социальные завоевания, которые были при советской власти. Для этого у нас есть конкретная программа по определению собственности республики и также через повышение заработной платы, создание социальных условий. Спасибо. Элла. Другие кандидаты. Да, другие кандидаты. Радик Фаридович, давайте, раз уж вы на политической арене у нас, ответьте, пожалуйста. Знаете, вот можно мечтать, вспоминать, рассуждать о том, какой строй. Вот для меня, я очень прагматично всегда настроен. Вот у нас есть республика, есть 4 миллиона 51 тысяча человек. Есть люди, которых волнует здравоохранение, плохие дороги, ямы, плохие парки, плохие подъезды, плохая маленькая зарплата. Вот это все как раз права человека. Я, кстати, хотел сказать, Зульфия, она довольно активно занимается правозащитной деятельностью. Я, кстати, буквально вчера подписал указ о создании Совета по правам человека. Я вот Зульфию практически в прямом эфире приглашаю. Вот первое приглашение, потому что он будет состоять порядка из 30 человек. Поэтому я вас приглашаю. Давайте вместе с вами будем заниматься тем. Но для меня, еще раз повторяю, вот задача такая. Что такое права человека? Начинать с очень простого. Вот есть глава администрации, он должен четко заниматься своим делом. Шаг влево, шаг вправо в отношении нарушения прав человека, все, до свидания. Я поэтому неоднократно говорил, и все руководители должны слезть, то, что называется. У нас как-то повелось, и республика, наверное, как-то все-таки мы немножко азиатчина у нас, наверное, есть. Вот сидят наверху на таких, знаете, постаментах, и вот все большие начальники, зорначальник, как говорят у нас. Вот всех оттуда надо спустить, этим я и занимаюсь. Кого-то жестко, кого-то мягко, но в целом такое, по-моему, тенденция правильно у нас наметилась. Спасибо. Спасибо. Участники, пожалуйста. Да, до самых младших она дошло, да, уже? Или там у нас еще младше есть? Ну что, друзья мои, здесь у нас действительно ведь все-таки скорее не дебаты, а антидебаты, да? То есть у нас шоу. Я не знаю, зачем мы тут кричим кому-то больше голосов. Что там делить-то? Мы все из вас уже были на дебатах. Каждый прошел там уже по несколько часов. У меня сегодня 3 только эфира было, да? То есть мы все уже успели друг другу сказать все, да, обсудили, но нам также важно, чтобы нас услышали. Я шел на выборы как блогер Кобзон, да, который, у меня есть аудитория, у меня есть там какие-то видео, которые там 100 тысяч собирают про мусорную реформу. Но ведь мы понимаем, в какой стране мы живем, и у нас 100 тысяч просмотров, и нам еще важен, чтобы
просмотр один был, допустим, да, и я понимаю, что есть трибуна, есть возможность сказать, есть возможность сейчас обратиться к людям и сказать: люди, если вы хотите, чтобы мы об этом говорили, вы должны нас в этом поддержать. И я иду на выборы для того, чтобы меня поддержали, для того, чтобы у меня была трибуна. Я хочу поговорить про мусорную реформу, хочу задать вопросы. Не вас, товарищ Кадыров, послушайте, я хочу задать вопросы, у нас шоу. Я действительно хочу про мусорную реформу спросить, куда они потратили, у меня 100 тысяч просмотров, куда потратили миллиард. Ну, я хочу это задать не только Володе Барабашу, потому что я его каждый день вижу, он ходит на выборы. Да, у меня есть вот сейчас возможность спросите об этом, да, действительно того человека, который за это отвечает. Миллиард, это мало или много, да? Карта Алга, давайте про нее чуть-чуть. И мне не интересно мнение Кадырова, действительно не интересно. Ну, потому что у меня сейчас очень важные вопросы, давайте каких-то их. Мы же дебатировали много, а теперь у нас появилась четкая возможность прийти Владимир, и спросить. ваш вопрос кому? Мой вопрос сейчас к ВРИО, естественно. Я хотел бы Тема узнать, мусорной реформы. хотя бы мусорная реформа, хотя бы большегрузы. Почему Спасибо. у нас 56-тонные КАМАЗы ездят по нашей Спасибо, дороге? ваш вопрос понятен. Давайте мне надоела колея. Давайте Ваш вопрос начнем с понятен. мусорной реформы. Нет, давайте с колеи начнем все-таки, она главнее. Потому что мы ей уже занимались. Когда в Рио пришел... Владимир, мы услышали ваш вопрос, спасибо. Значит, давайте все-таки с мусора начнем. Вот вопрос всех волнует. Знаете, вот тем не менее, вот все-таки, когда я пришел, уже были назначены те так называемые региональные операторы, которые убирают за мусором. Ну, работаем с тем, что есть. Вот за это время мы в 10 раз увеличили количество контейнерных площадок. Их просто как класс не существовало, или те, которые существуют, их нет. Они появляются, в том числе регионально. Тем не менее, мы это делаем, да, совершенно точно. Это первая история. Вторая история, что самое главное, когда мы начинались, вернее, эта реформа начиналась, мы волюнтаристски, по сути, приняли решение. Мы не стали слушать рассуждения институтов, вот какая норма накопления. Я сказал, самый маленький тариф. Самый маленький тариф в Приволжском округе. В Российской Федерации, по-моему, 3 субъекта, которые выше нас по величине тарифа. 70 рублей городские. Если вы поездите по стране, вы посмотрите, там и 100, и 150, и 250, и 350. Поэтому первое, что было сделано, 170 рублей тариф городской. А поскольку много у нас сел, и в селы еще как класснее появлялся мусороперевозчик, я сказал, 35 рублей и не больше, и мы держим это. И это, конечно, большая история. Все остальное наладить порядок, что мы, соответственно, сейчас делаем. Я, кстати, хотел сказать, вот мы дали немножко этим так называемым региональным операторам немножко на ножки встать. 3 более-менее встают, 1 не стал, мы его сносим. Поэтому вот Северо-Восток Республики мы в некотором смысле освободим сейчас от довольно нерадивого оператора, и зайдет другой человек, другая структура, которая будет заниматься мусором. Спасибо. Вопрос по транспорту. Мы же знаем, от чего у нас колея. Вы же, как и пришли, поставили весовой контроль. Они 3 дня стояли на въезде в город. Потом они через Шакшу поехали сюда, вот эти самосвалы. Если вы видите в самосвале, у нас дороги рассчитаны 10-12 тонн на ось, 9-10, да? А у нас ездят шакманы. Это карьерные самосвалы. И когда вы видите горку сверху, вы представляете, у него 20 кубов, 20 кубов. Он сам весит... общая грузоподъемность едет, у нас машина 56 тонн, вдумайтесь. Я понимаю ваше волнение, оно вполне обоснованное и правильное. Опять же, стартовали с чего? 3 таких полудохло работающих весовых контроля. Мы уже в 2 раза увеличиваем, это первое. Второе, знаете, вот опять история. Что там творилось? Есть весовой контроль. Я сам каждый раз наблюдал, потому что вот пока по республике мотался, вот особенно дорога Уфа-Белорецк, Уфа-Сибай, потому что по понятным причинам нужно было туда ездить 6 раз. И когда я приезжал, всегда удивлялся, да почему же они все большие носятся в это время, хотя и почему не стоят около весового контроля. Потом простая история. Мы начали считать деньги, мы начали смотреть, а где, соответственно, количество денег сообразно, потому что, вы понимаете, прохождение должно сопровождаться выплатами. И в результате что произошло? Опять это называется коррупция. Мы просто опять снесли руководство весового контроля, если можно так сказать, поставили другого человека, договорились, соответственно, ГИБДД. Мы сейчас усилили эту историю. Но, опять же, основная проблема, которую вы правильно нащупали, это пункты весового контроля, которые начинают все объезжать. На данный момент мы делаем еще 3, но их нужно по республике 15, понимаете?
Понимаете? Цены на Точно так же обязательно вопрос коррупции. Потому что, знаете, как до руководителя одного уже, значит, привлекают к ответственности, другой ходит. Поэтому это очень такой, знаете, процесс определенный, чтобы всех в чувство привести. Понимаете? Это не только весы, это и люди, достойные, адекватные этой работе, это и слаженность, и координация. Это большой долгий процесс. На форумах дальнобойщиков... Коллеги, я прошу, мы перейдем к формату вопрос-ответ. Да. Я сейчас хочу передать слово Владимиру Барабашеву. Владимир, вы самый главный абонент Владимира Кобзева на дебатах, которые до этого были. Есть ли у вас какие-то вопросы? Я как раз не оппонировал никогда Владимиру Юрьевичу по причине того, что у нас очень схожий этот. Вы инициировали обращение Да. по поводу Вот нынешнего я, формата. во-первых, хочу Рафис Фаизовичу сказать, что Рафис Фаизович, мы действительно очень много все между собой уже пообщались. И вот Элла сказала, что мы хотели увидеть здесь все там, увидеть в Рио главы. Нет, на самом деле, Ради Фаридович, при всем уважении, мы хотели увидеть такого же кандидата, который представляет партию власти, к которой у нас у всех вопросы, которые мы просто в пустоту озвучиваем. Поэтому я предлагаю не тратить время телезрителей, не тратить время наше на препирательство о том, что это почему Ради Фаридович отвечает 5-й, 6-й, 8-й раз. Да потому что все вопросы к Ради Фаридовичу, потому что он единая Россия. Поэтому между собой мы можем пообщаться. И, ну, может быть, конечно, так громко будет сказано, у меня есть совет Ради Фаридовичу, как человеку, который не в политике. То есть у меня нет большого опыта в политике, но у меня хороший опыт в управлении бизнесом. И вот то, что сейчас происходит, вы сейчас занимаетесь ручным управлением. Вы лично занимаетесь подъездами, вы лично занимаетесь там заделыванием ям, весовым контролем, еще что-то. А это все происходит от того, что вы ставите, ну, на мой взгляд, вы ставите руководителей, за которых отвечаете лично. Вот если бы этих людей выбирать, если бы глав местного самоуправления у нас выбирали, то с них бы спрашивали люди напрямую, и вы бы не несли персональной ответственности за яму в каждом дворе. Но это было в качестве совета, вопрос у меня другой. Тогда короче и лаконичнее. Лаконичный вопрос. Очень много частных случаев по всей республике у нас, касающихся там и зарплат и всего прочего, но есть то, что объединяет всех. Это вопрос экологии. В каждом городе, в каждом муниципальном образовании есть своя экологическая беда. В Сибае карьер, в Стерлитамаке Шиханы, там, в Уфе Химпром. Вот вопрос, когда власть повернется к людям, то есть вот если вы становитесь 9 сентября все-таки уже без приставки в Рио главой республики, повернется республика к людям лицом, перестанем мы идти на поводу олигархов и все-таки будем спрашивать людей, что их беспокоит. Будет референдум по Шиханам, будет помощь от республики в наказании комбината Засибай, будет, может быть, наконец-то у нас остановлен Кронашпан, пока они все-таки не введут его полноценно. Вот такой у меня вопрос. По-моему, 3 я насчитал. Значит, первое. После, как вы говорите, 8 сентября, наверное, каждый из нас предполагает, что чем будет заниматься. Я тоже предполагаю, чем я буду заниматься в случае избрания меня. Первое. На данный момент наша команда готовит указ, который объяснит и заложит для нас, для нашей команды управленческой, показатели, каким должна быть республика в 2024 году. Все вопросы, связанные с здравоохранением, жилищно-коммунальное хозяйство. То есть сколько дворов должно быть отремонтировано, сколько парков должно быть построено, сколько газификаций должно быть подведено, сколько врачей у нас должно, наконец, в достаточном количестве быть, сколько должна быть заработная плата, сколько должна. Вот этот вот документ мы сейчас готовим, и, подчеркиваю, в случае принятия решения нашим народом, я его озвучу в самое ближайшее время. Это вот первое. То, что касается экологии, знаете, это такой вопрос. И очень здорово вообще, что наших жителей волнует экология. Мы вместе решаем многие проблемы. Вот вы знаете, действительно, мы все были свидетелями и участниками такого тяжелого для нас происшествие, которое в Сибае случилось. Мы реально всем сердцем болели, потому что я переживал за людей, которые там есть, потому что первые сигналы, которые шли, и что дети болеют, и людям там плохо. Поэтому я подчеркиваю, за 1,5 месяца, я сам там 6 раз был, потому что вот правильно в ручном режиме все приходилось делать. В ручном режиме нагибать приходилось УГМК. Они вполне вменяемо, кстати, подходили, но все равно у них было ощущение, они же далеко.
Собственники это далеко, поэтому приходилось спокойно объяснять, что нет, вы должны шахту затопить в конце концов, что и было сделано, что вы должны, соответственно, оказать помощь городу, что вы должны подумать о том, что происходить дальше будет с предприятием. Там, знаете, такой комплекс проблем, который нельзя просто так. Потому что если мы Сибайский ГОК остановим, тогда где будут работать люди сибайские? Поэтому нам здесь такой комплекс вопросов. И вот опять про ручное управление. Вы абсолютно правы. Не хочется заниматься ручным управлением. Я вот по натуре очень ленивый человек. Я бы вот сидел, смотрел, может быть, придумал какие-то проекты. Но вот приходится пока буквально в каждую деталь самому входить. А чтобы это произошло, нужны люди. Вот просто нужны люди. И вот моя задача, я надеюсь, у меня это получится, чтобы в нашей республике, вот знаете, каждый сельский паренек, вот просто сельский паренек или сельская девчушка могли пройти всю линейку карьерную, добиться успеха, стать министром, зампремьера, большим начальником, независимо ни от кумовства, ни от клановости, ни от денег, ничего. Вот это самая большая проблема и самое главное. Вот если мы эту цепочку построим, а мы ее начали сейчас строить, я думаю, что тогда все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Я хочу подойти к еще одному участнику сегодняшних дебатов. Юрий Игнатьев, представляющий «Справедливую Россию». Ну, во-первых, вы не так часто были на дебатах. Не все вас видели в эфире. Есть ли у вас ваш вопрос? Ну, давайте начнем с того, что Юнир Галюняш продекларировал, что там обязаны 48 посетить дебатов. Ну, дебат – это один из инструментов общения со своим избирателем. И каждый выбирает тот путь, который он выбирает. Это первый момент. Второй момент, наверное, озвучу нашу позицию, да, мою позицию в частности, да, по поводу чиновничьего аппарата. То есть я также езжу по республике и слышу постоянные жалобы на чиновников на местах, допустим, на тех же муниципалитетах, и считаю, что в первую очередь необходимо определить критерии оценки работы чиновника на месте, раз уж они назначаемы, именно критерий оценки чиновников населением. Это вот один из моментов, который кому-то, может быть, пригодится в случае победы. И, насчет короче, лаконичнее, это ко мне, это точно. И вот вопрос к Радию Фаритовичу здесь, потому что действительно волнует. То есть мы считаем, что у нас, у республики огромный потенциал для того, чтобы развивать сельское хозяйство, рыболовство, животноводство. Вот что у нас будет в случае вашего избрания? Спасибо. Можно я вот первый вопрос насчет чиновников. Знаете, это настолько очевидно порой бывает. Я когда по районам езжу, я вот в два района заезжал, в два района как-то заезжал. Вот я с людьми начинал общаться, и рядом со мной глава стоит. И вот, знаете, я осязаемо чувствовал волну ненависти к этому человеку. Вот у нас все-таки так сложилось, что часть глав, они уже были не на своем месте. В силу их поведения или устали люди, но просто ненависть. Вот поэтому здесь вовремя надо вот этот вопрос посмотреть, и мы очень аккуратно эту задачу решаем. Приходят люди, которые готовы работать, готовы служить. Вот кадровую политику здесь нельзя. Теперь по поводу сельского хозяйства. Вот просто порадуюсь. Опять скажу. Мы падали. Сельское хозяйство падало. Мы остановили, наконец, вот по итогам полугодия, остановили падение. Долго стояла, 4 года стояла фабрика Мажита Гафури. Огромная фабрика, которая обеспечила Милюзовский район 1500 рабочих мест. Мы его запустили. В октябре уже первое яйцо пойдет и так далее. Вот просто, знаете, такое ощущение, что немножко энергии нужно добавить. И вот сейчас мы постоянно находимся в процессе. Знаете, как я разговариваю с инвесторами и с другими производителями сельского хозяйства, владельцами крупных предприятий? Я говорю, это мы сейчас за вами бегаем, чтобы вы пришли к нам, начали строить коровники, начали сеять пашни и так далее. Я говорю, пройдет год, 2, 3, вы в очереди у нас будете стоять. Потому что пока у нас есть еще земля, у нас есть трудовые ресурсы, у нас общественная политическая ситуация спокойная. Поэтому это вот мы в процессе сейчас раскачиваем. Вообще в плане сельского хозяйства мы поставили задачу. Вот ключевая, интересная, один из важных показателей – это молоко. Мы сейчас вторые по молоку, а будем первыми по молоку. И так и по многим показателям. Спасибо. У вас был еще вопрос? Да, я, наверное, вернусь к тому, что почему я говорю про чиновничный аппарат. Я просто приведу пример. В прошлом году вместе с телевидением, с населением зимой собрались, была жалоба на то, что самовольно раскапывают карьер. Пришли мы к главе сельского поселения, он сидит, говорит, представьте, что говорит глава, это хулиганы, ночью выкапывают карьер.
хулиганы на тракторах, на КАМАЗах. Ну, представляете, какое отношение к населению? Вот именно поэтому я говорю, что население должно оценивать работу чиновников на местах. Спасибо. Владимир, вы что-то записывали? У нас, Есть реплика. У нас, знаете, вот мне кажется, ну, может быть, это еще не идеальная схема. Мы очень надеемся, что вот та программа, которую мы ввели, инцидент, дает нам возможность действительно слышать. Это более миллиона обращений уже было, и ведь на каждом мы пытаемся отработать. Где-то, понятно, не получается быстро, где-то и чиновничие иногда, все живые люди ошибаются, и мы их наказываем. Но в целом мы вот такую ниточку, связывающую нас и с людьми, которая дает нам возможность людей слышать и, соответственно, реагировать, мне кажется, налаживаем. Вы что-то за своим оппонентом записывали или жалобу в ЦИК? Жалобу в ЦИК я и так уже самый жалующийся кандидат. У меня на самом деле уточнение к тому, что сказал Юрий Викторович про критерии оценки чиновников. Я опять вернусь к тому, что если бы их выбирали, это был бы лучший критерий оценки, потому что тогда бы его не выбрали, он бы отвечал перед своими избирателями. Вопрос к Юрию Викторовичу? Нет, это не вопрос к Юрию Викторовичу, это реплика ко всем кандидатам сейчас, потому что кто победит, тот, чтобы знал. Вот по поводу Сибая, если уж мы говорили, вот Ради Фаридович наградил орденом главу Сибая. Я на встрече, когда с избирателями встречался, то есть люди рассказывают совершенно страшные вещи. Когда были выделены средства на финансирование инвестпроектов для малого бизнеса, и когда то есть вот люди приходят и говорят, с меня попросили 7% за то, чтобы выдать деньги, с меня попросили 10% за то, чтобы выдать деньги. Я отказался, а вот тот дал, и ему дали. Причем под бизнес-план, который скачали с интернета вечером. То есть вопрос, насколько вот эти вот люди на своем месте. Это не вопрос к Радию Фаридовичу, это общее сейчас, просто я обращаюсь ко всем, кто бы не победил, кто бы там будет инаугурация 9 числа, это в качестве совета. Давайте вернем выборность глав, потому что если люди выберут своего главу, они его на вилы поднимут за такое поведение и за такой подход. Все. У вас, Владимир. У меня тоже короткая реплика. Когда мы говорим сейчас, да, сейчас вот, Ради Фаридович тоже говорит, что вот у нас там молодежь как-то растет от такого паренька и туда наверх. А я не вижу инструментов. То есть, если бы я завтра открыл бы, например, ХХ, да, например, там, в интернете, по поиску там, ну или... hh.ru. Да, Headhunter, да. Сайт. Спокойно там стоит запись. Там требуется министр, и внизу количество требований к нему, да, то есть ведь каждому чиновнику есть какие-то требования. Он должен быть, ну, пускай чиновник. Я понимаю, какие-то вот программы, да, вот сейчас заявлены вот эти программы вот этой социальных лифтов как бы, но оттуда все люди той системы, они идут, я же вижу этих лица, они, ой, я молодежный Курултай, да, я это, да. Подождите, а вы про паренька-то того забыли, он же сейчас некуда ему заполнить вот эту бумажку-то. Почему бы его, или, например, сейчас говорят, ой, не хватает людей. Понятно. Да. Ваша реплика... Моя реплика проста. Владимир. Сделайте прозрачные, чтобы человек пришел и сказал, я не подхожу на эту должность. Вот я теперь понимаю. в продолжении вашей реплики у меня есть вопрос. Дело в том, что прямо сейчас идет большой конкурс под названием «Лидеры Башкортостана». Как раз тот самый социальный лифт, который может... финал которого завтра смотрите в прямом эфире телеканала который БСТ. может как раз вывести людей, что называется, с нижней ступеньки до верхней. Да, итак, у нас конкурс, лидеры Башкортостана. Действительно, завтра финал, и мы очень надеемся, что мы там найдем вот таких людей, которые с душой профессионально будут работать и, собственно, наше в некотором смысле будущее. Я немножко вот чуть шире бы посмотрел вот о кадровой политике. Знаете, что важно было, и мне кажется, то, чего мы в нашей республике в свое время как-то упустили, что сейчас важно. Это вот все-таки мы, вот номера 02, да, вот я как-то рассказывал, там, если в Москве едешь или там на чужбине, увидишь номер 02, и душа радуется, да, все, свои и так далее. И поэтому моя задача была, чтобы мы все-таки были вместе и были консолидированы. Я для себя лично абсолютно закрыл все истории возможные там. Знаете, вот была клановость, и есть, наверное, есть и кумовство, и коррумпированность. Вот нам вот это расчистить надо. Поэтому в какой-то момент нам всем в республике надо было закрыть старые обиды, какие-то старые непонимания. У нас, я как-то приводил, вот эта фраза, она часто звучала, вот сколько судеб поломало в свое время. Вот достаточно было сказать, не наш парень, и этот паренек не находил себе движения дальше. Сейчас этого не будет. Этого просто не будет.
Ну, конкурс «Лидеры Башкортостана», конкурс он, будет, да. естественно, будет, и Конкурс результат будет. какой из него будет? Вы знаете, вот мы завтра встречаемся, 50 парней, 50 девушек, посмотрим. Но я точно знаю, знаете, я как поступлю? Вот как в серии. Для того, чтобы люди поверили в этот конкурс, я просто тараном пройду, чтобы эти люди все-таки были устроены. Вполне возможно, в ком-то ошибемся, но зато другие потом поверят. Это инструмент, через который можно прийти по-честному, без всяких каких-то нюансов неправильных прийти и пойти во власть. Для тех, кто хочет. Рафис Фаизович, можно у меня вопрос? Да. Вот вы свой конкурс по кадровой политике, по тем самым людям, которых бы вы хотели видеть в политике, в общественной жизни, в экономической жизни, готовы провести? И есть ли у вас такие кадры? Значит, таким образом, я скажу другой вопрос. Вы, коли 8 кандидатов пригласили, элементарный порядок делайте. Вы нас заставляете, как куклам, обслуживать радио. Уже он 8-й раз говорит, Кадыров, а мы все вас не наблюдают. заставляем. Мы задаем вам вопрос. Рафис Вы Фаизович, готовы давайте отвечать по про кадры существу? все-таки поговорим. Давайте Да. я скажу. Вот я хочу ответить людям, которые меня вопрос задают. Я купил 650 предприятий во время приватизации 4 миллионам населения. Давайте на вопрос ответим, который я вам задала. Я тоже человек. А вот это ради еще 10 человек вместе с ним. Сейчас по 210 статье уголовной ответственности висят. А он здесь вместо того, что в тюрьме быть. Понятно. То есть на мой вопрос у вас ответа не будет. Он здесь Спасибо. Всё, понятно. Спасибо. Вот вопрос еще последний, Владимир, и мы потом пойдем дальше. Вы просили слово. Да, я просил слова. Вот если мы сейчас говорили про этот кадровый резерв, это все прекрасно. У нас там и молодежное правительство сейчас уже там сформировано, даже кто-то есть. У нас есть вот сейчас там кадровый резерв. А что у нас будет с правительством? То есть вот сколько у нас будет существовать система без премьера? Будет ли у нас что-то, перемены какие-то? Что у нас будет происходить? Я вот буквально в этой студии, тут меня вот уважаемый ведущий даже ругал в свое время за то, что я предложил санными тряпками гнать, вот, например, господина Мухаметьянова, как непрофессионала, и который... Вот. Тут уже как минимум... Вопрос про будущее правительство. Понятно. Я правильно понимаю, что вопрос сюда? Да, конечно, есть определенное и вполне сложившееся мнение, какое должно быть правительство. Опять же начну. Ни кумовства, ни клановости, ни каких-то вот таких. Кто хочет работать, тот будет работать. Для меня как-то всегда было важно два качества: профессионализм и порядочность. Вот из этих соображений будем. Второе. Премьер будет. Конечно, будет премьер. Об этом в случае избрания меня в самое ближайшее время будет известно. В целом, вот если говорить о управленческой команде, вот посмотрите, что среди глав администрации только заменено более 30 человек. Вот у нас 63 муниципальных района города, вот почти половины уже нету. Мы аккуратно подвинули, потому что пришли новые люди, которые должны работать. То, что касается правительства, знаете, вот как-то меня критикуют, что где-то, вот, может быть, излишний строк или там. Я для себя принял решение. Вот когда касается работы, я никого жалеть не буду. У нас есть Министерство природных ресурсов. Я уже 3-го туда человека поставил. Так, не справляется, потому что задача... Поэтому вот придут те, кто работает и кто порядочно работает. В последнее время столько слухов и столько обсуждений в интернете по поводу кандидатуры будущего премьер-министра. Фамилию пока не будете называть. А вы не спешите, все узнаете. Я же написал, что после выборов я... Так, пожалуйста, господин Если я Козлик, у вас выиграю, есть. я объявлю раньше, прямо в день выборов, кандидатуру премьера. Спасибо. Вопросы? Я предлагаю вопрос господину Сухареву, потому что Давайте. он давно тянет руку и... Не вопрос, наверное, да, то есть, во-первых, я хотел бы сказать, что действительно у нас в республике очень много проблем. Мы уже обсудили низкие зарплаты и низкие пенсии, и тот средний размер, который имеется сейчас у нас здесь во всех средствах массовой информации, не соответствует действительности. Мы выступаем все-таки за то, чтобы здесь у нас на территории республики минимальная пенсия составляла 20 тысяч, а минимальная заработная плата 40 тысяч, хотя бы как-то народ, чтобы мог прожить. Но хотел бы особо обратить внимание на законопроекты, которые наш Курултай, законопроекты от
депутатов фракции ЛДПР, которые наш Курултай, к сожалению, отклоняет. И обращаюсь ко всем кандидатам, потому что каждый из них может стать в итоге главой республики. Еще раз хочу всех наших жителей, всем им сказать о том, что ничего не предрешено. В это не верьте, вас обманывают, приходите, голосуйте, обязательно выбирайте свою судьбу сами. В частности, вот здесь поднялся вопрос по поводу экологии. У нас огромное количество онкозаболеваний, и наши депутаты внесли закон об обязательной ежегодной диспансеризации населения республики. Он был отклонен. Законопроект о ежегодной, вернее, о выплате одновременный, то есть тем, кто родил первого ребенка, тоже отклонен. Опять же, социальная единовременная выплата ветеранам ВОВ 50 тысяч рублей. Очень важный закон, тоже отклонен. Поэтому вот к каждому из кандидатов обращаюсь, необходимо все-таки такие инициативы поддерживать, они человеческие такие, направленные все-таки на улучшение жизни наших граждан. А вопрос следующий. Вот буквально не так давно я разговаривал со студентами колледжа, на днях встречался в одном из районов. Там прозвучала сумма стипендий, при том, что мальчишка учится на 4 и 5, 630 рублей в месяц. 600 он платит только за общежитие. Остается 30 рублей по рублю в день. Вопрос следующий вообще. На самом деле, самое важное, что интересует ребят в связи с вот такой низкой стипендией, они не могут трудоустроиться по специальности после окончания вуза. Не могут трудоустроиться во время каникул. Вот вопрос ко всем, но прежде всего, конечно, к Радию Фаридовичу Хабирову. Каким образом вот здесь, вы считаете, можно решить этот вопрос в случае избрания вас главой? Можно очень важный момент, вот Иван правильно его поднял, про онкологию. Во-первых, знаете, мы стали меньше умирать. Вот в этом году, вот за 6 месяцев с копейками, на 2000 людей мы меньше умерли. Вот, то есть 2000 людей, нас больше. По онкологии начали меньше умирать, и мы очень интересную практику сделали, и медикам спасибо сегодня, я хотел сказать. Тот медик, который обнаруживает признаки онкологического заболевания, и которые потом устанавливаются, мы премируем. И вы знаете, вот сегодня первые премии вручал фельдшерам, медикам, которые, по сути, на первой стадии ловят проблему. Это вот внимательное отношение. Это вот спасибо просто за онкологию. Теперь по поводу нашей молодежи. У нас самое большое количество молодежи в Приволжском округе. Представляете? Треть нашей молодежи уезжает поступать в другие вузы. Самара, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Москва, Питер. Мы сейчас работаем над тем, о чем у меня и был разговор и с президентом нашей страны, и с премьером. У нас так сложилось, вот вокруг, если посмотреть нас, да, у нас у кого-то опорный университет, научно-исследовательский, у кого-то федеральный, у нас нет ничего. У нас есть один опорный, больше ничего нет. Поэтому вот сейчас мы работаем с тем, чтобы у нас был федеральный университет. Как минимум научно-образовательный центр, который мы обязательно, он будет. Теперь по поводу работы. Просто не хочу занимать время. А это то же самое. Опять инвестиции, опять рабочие места, опять спокойная обстановка для предприимчивых людей, которые спокойно могут свои деньги принести, здесь зарабатывать, понимая, что здесь никто с них дань собирать не будет, никто здесь им какие-то дополнительные обязательства вешать не будет, как это красиво называется, а спокойно будут создавать для нас рабочие места. Спасибо. Я все-таки напомню, что 2 кандидата у нас что-то выпали из беседы, господин Кутлугужин. Я знаю, что вы периодически поднимаете вопрос по суверенитету республики. Что по этому поводу скажете, не хотите ли задать вопрос? Я сразу начну с замечания. Я не господин, я товарищ. Остаюсь я коммунистом, да. Действительно, сегодня мы обсуждаем точечные вопросы. Я хотел бы подойти к этому вопросу более обширно, потому что глава республики должен быть не только теоретиком и политиком, он должен быть хозяйственным руководителем, должен иметь опыт работы, руководство. И сегодня не было бы у нас ручного управления. Вот этого надо избежать. С самого начала надо организовать структуру, и для этого должно быть правительство, по нашему мнению, народного доверия. Не только своих близких, друзей из Красногорска. Поэтому здесь должны работать представители всех политических парламентских партий. И возвращаясь к тому, чтобы народный контроль установить.
Главы администрации районов и городов должны избираться народом, и должны они подотчетны быть перед народом. Только тогда будет у нас порядок, и вопрос жилья, дорожных беспорядков, бесплатное образование и здравоохранение, все будет исполнено. Спасибо. Я, кстати, если та же Компартия, Справедливая Россия или другие партии предложат нам толковых людей, которые готовы работать в правительстве с утра до вечера и порядочно, только будем рады. Поэтому вы предлагайте, вы же флаг подняли вперед, только давайте о деле говорить. Дайте конкретного человека, который готов. Я вполне рассмотрю. У нас вот эта встреча, надеюсь, не последняя, еще пообщаемся. Поэтому давайте людей. Спасибо. Можно я вопрос Зульфии Рифовне все-таки от нее послушаю? Она уже давно тянет руку и хотела что-то спросить. Пожалуйста. Меня не простят, наверное, обманутые дольщики, если я не затрону их тему. Дело в том, что у нас прошло, на самом деле, в течение 2 недель очень много дебатов, и я ни разу о них не говорила. Хотелось бы всем еще раз объявить, может, Ради Фаритович дополнит еще что-то, что в течение 2 лет федеральным центром поставлена задача решить все проблемы обманутых дольщиков. И сейчас у региона очень серьезно расширились возможности, согласно нового законодательства, которые позволяют региону вкладывать свои собственные денежные средства в решение проблемы. Причем это уже будет в официальном порядке, а не так, как было раньше, искали пути выхода из этой ситуации. И еще один вопрос по поводу правозащитной деятельности. Вот вы упомянули систему «Инцидент». Дело в том, что вот опять же за 2 месяца предвыборной кампании ко мне поступало очень много обращений, и я пыталась через свои соцсети как-то обратить внимание органов власти, муниципалитеты, в том числе и ведомства, министерства ваши, на то, чтобы помогли людям, тем, которые обращаются ко мне и не нашли никакой поддержки. В первую очередь это касается подготовки дорог к школе. Были зебры стерты так, что не было обеспечена безопасности. Несколько чиновников, конечно, отписали. Спасибо большое. Но самые активные, кто просматривал мои соцсети, были Октябрьский район города Уфы, Госкомтранс и Госстрой. Остальные почему-то, игнорировали. Вопрос, Зульфия, ваш вопрос. Может, видели какого-то серьезного конкурента. И вопрос такой, как все-таки эффективно организовать это взаимодействие граждан с органами власти? Потому что на сегодняшний день эффективность, она, к сожалению, не настолько серьезная, как вопрос хотелось кому? бы. Ради Фаритовичу. К Ради Фаритовичу, пожалуйста. Давайте про дольщиков сперва. Зульфия, вы прекрасно сами знаете, вместе работали в этом. У нас самые тяжелые наследствия дольщики. Почти 9 тысяч. Самое большое в Приволжском округе, где-то, наверное, мы в 3 или в 5 точно Российской Федерации. Такого мало у кого есть. Это такое тяжелое наследие, которое я вновь, пользуясь случаем, говорю, каждый, у кого нарушены права, получит квартиру. Мы этим занимаемся. Теперь, для справедливости ради, до определенного момента, то есть до 11 октября, эта ситуация шатко-валко шла. Мы за это время несколько домов уже ввели. Несколько сотен людей уже получили ключи, и вы знаете, что я каждый день требовал, чтобы нам эти дома ввели. Самое главное, сейчас самое тяжелое. Поэтому мы приняли сейчас решение, что проблему дольщиков будем решать не через сложные схемы, когда мы инвесторов находили дополнительно, предлагали для застройки дополнительные участки, будем помогать бюджетными средствами. Поэтому такой орган мы учредили уже, организацию, и, соответственно, сейчас будем ускорять темпы. Совершенно справедливо сказали, 2 года. Тяжелейшие задачи будем решать. Теперь по поводу, как мы об этом уже говорили. Вы знаете, наверное, все постепенно происходит. Я говорил, 53 раза я 53 района объехал. Каждый район – это сотни встреч. И каждый раз я когда выходил по пустякам какого-то, около чего-то там кранчика нету в подъезде, я каждый раз убеждался, что мало общаемся с людьми. Надо разговаривать, надо с людьми разговаривать. Я это каждый раз говорю. Я-то общаюсь. Понятно, что это ручной режим, может быть, но от меня команда идет к главам, от меня команда идет в правительство, и эта история начинает приобретать такой обязательный характер. А это уже жестко я администрирую. Господин Игнатьев, единственный человек, который из 8 кандидатов, который один лишь раз выступал, поэтому я к вам еще раз обращусь. Он не хочет.
Вам так может казаться, господин. Да. Спасибо, времени осталось мало. Я о своем, о земном, о наболевшем. Вот у нас в Центр защиты прав граждан приходит невероятное количество людей с такой проблемой. Вот проблема обманутых дольщиков, она понятна. Но есть еще одна проблема. Это микрофинансовые организации, которые навязывают свои услуги каким-то угодным способом. Я вот просил бы всех кандидатов обратить на это внимание, вот блогеров в первую число, потому что я не видел, чтобы эта проблема освещалась. Это очень невероятное количество людей. Это вот, Микрофинансовые организации? Да, микрофинансовые организации и навязывание там услуг, кредитов под видом там медицинских каких-то услуг, массажей и так далее и тому подобное. Эта тема на самом деле очень активно обсуждается, в том числе и средства массовой информации. Вопрос у вас, я так понимаю? Нет, вопросов нет. Вопроса нет, пожалуйста. У правозащитника есть ответ. Пожалуйста, ответ. Здесь ситуация не совсем аналогична с обманутыми дольщиками. Дело в том, что здесь необходимо отработать именно Министерство внутренних дел, чтобы было возбуждено уголовное дело в первую очередь, и чтобы следствие у нас не просто привлекло к ответственности и отправило это дело в суд. Следствие должно именно найти денежные средства, куда они исчезли. Любые деньги, они всегда оставляют свой финансовый след. И поэтому, если партия хочет помочь, ваша партия, то проконтролируйте, как идет следствие. И я со своей стороны тоже этим займусь. Да, господин Сухарь. Да, хотелось бы отметить, что партия ЛДПР плотно занимается микрофинансовыми организациями, потому что, к сожалению, те процентные ставки, которые имеют 700% годовых, конечно, они неприемлемы и нарушают права наших граждан. Мы не говорим, что надо запретить их, потому что они, в принципе, нужны, но единственное, конечно, необходимо их ограничить. Что касается дольщиков проблемных, ко мне, в частности, и Зульфия Гайсина обращалась, и мы помогали, и она об этом говорила в прямом эфире. Да, то есть и ко мне зачастую тоже приходят на прием правозащитники, которым мы помогаем. И сегодня тоже я проводил прием, около 30 граждан приняли. Спасибо. Спасибо большое. И Владимир Валерьевич. Да, тоже насчет, кстати, дольщиков хочу обратить внимание всех кандидатов, что вот, например, в Булгаково вот есть информация, у нас по ТВ очень классно показали, что там раздали ключи, все счастливы и довольны, а жители приходят на прием и говорят, что нам ключи дали, телевизионщики все сняли, у нас ключи обратно собрали и все разошлись. Поэтому, это вот очень странное это решение. А я хочу ответить Ивану Константиновичу на его вопрос, который он задавал там несколько кругов назад, про трудоустройство молодежи. У нас прекрасные вузы, у нас очень классные специалисты, но у нас нет рабочих мест. И вот надо завлекать инвесторов сюда не налоговыми скидками, не дешевой рабочей силой, а наоборот высококлассными специалистами. Республике поставлена задача увеличить ввод жилья на 1 миллион почти квадратных метров от того, что есть. Республика может строить арендное жилье для молодых специалистов в том числе, и этим наполнить. И когда мы можем привязать молодого специалиста, то есть сказать ему, что вот у тебя есть работа, вот у тебя есть жилье, инвестору сказать, у нас есть классные молодые специалисты, тогда они сюда пойдут. Спасибо, У нас, Владимир. к сожалению, Спасибо, времени Владимир. осталось совсем немного. Владимир Юрьевич, так, у вас финальный вопрос. Раз мы уже все тут прощаемся, да, то есть я действительно повторю, я же действительно хочу обращаться, я не хочу про Банк Восток, не про Ленина очень лаконично. вертикального или там горизонтального. У нас тут уже счет на минуты идет. Очень лаконично я бы хотел для того, что я эти вопросы хотел бы задавать еще и мэру нашего города, допустим, очень много у меня вопросов накопилось, да, то есть у меня пока Вы же блогер, вы можете как это хотелось сделать. бы мне поговорить Вы сейчас можете про прям в транспорт. блоге все написать. Я и пишу. Вот я хочу, чтобы кто в блоге, чтобы вы сейчас читатели Спасибо, видели. спасибо, 7 спасибо, миллиардов спасибо, крутится Владимир. в транспортной реформе, а мы даже не обсудили. Времени нет. Владимир, спасибо. Всё. Договоримся, что вы не договорили, напишите в блоге, мы обязательно это прочитаем. Я хочу сказать нашим телезрителям, что время наше в эфире завершается, и у меня последний, как у ведущего и модератора, последний вопрос. Я хочу задать его Ради Фаридовичу. Ради Фаридович, не пожалели, что пришли сегодня сюда? Нет, совсем нет. И я хотел поблагодарить за участие в этом мероприятии. Спасибо за вопросы. Приглашаю к дальнейшей работе. Я могу сейчас сказать пару слов? Знаете, вот я предполагал, что будет некое завершающее слово. Несколько вариантов продумывал, вот ни один не понравился, и для себя решил, вот приду, вот что тогда придет, то и скажу. Пришло следующее. Уважаемые наши жители, я
просто приглашаю вас всех прийти на выборы. Это очень важное, серьезное мероприятие. Оно по-разному может сложиться. Для меня что важно? Для меня важна поддержка большого количества людей. Для того, чтобы я, знаете, с уверенной грудью заходил в любые коридоры московского федерального правительства, и я чувствовал, что за мной армия избирателей, которые доверили мне и сказали: вот иди, Ради Хабиров, и добивайся, чтобы в республике было хорошо. Поэтому надеюсь и приглашаю на выборы. Спасибо. Я лишь хочу сказать в завершении, что действительно самое важное, что мы можем сделать уже в это воскресенье, 8 сентября, все вместе, дружно, обязательно прийти на избирательные участки. Поверьте, действительно важен голос каждого из нас. В этот раз беспрецедентно не только участие всех кандидатов в политическом ток-шоу, в антидебатах, беспрецедентное и время работы избирательных участков. На час раньше они открываются и на час позже они закрываются. Поэтому обязательно придите, проголосуйте 8 сентября. Айда на выборы. Вы смотрели политическое ток-шоу «Антидебаты». Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания. 8 сентября айда на выборы. Время работы избирательных участков с 7 утра до 9 вечера. Выбираете новую шубу? Вам нравится?